Недавно в Тамбе побывала историко-поисковая экспедиция, посвященная 75-летию Великой Победы. Экспедиция была организована по инициативе начальника отдела капитального строительства общества с ограниченной ответственностью «Арктик Капитал» Игоря Кривошапкина. В составе экспедиции приехала погостить на малую родину героя внучатая племянница Владимира Лонгинова Вера Васильевна Самсонова. Она кандидат географических наук, член Российского географического общества, ведущий научный сотрудник Института межлотоведения имени Мельникова, Сибирского отделения Российской академии наук. С утра гости встретились с первым заместителем главы Улуса Петром Поповым, председателем районного совета депутатов Иваном Колодезниковым, председателем совета ветеранов Иваном Калининским. Внучатая племянница героя войны Вера Васильевна на протяжении многих лет занимается изучением родословной своих предков. Досконально изучила весь трудовой и боевой путь своего прославленного дяди. У нее страничка в ее дневнике, она вела его в 60-е годы, вплоть до 90-х. Есть, называется «О братьях». И там указаны их фамилия, имя, значит, место рождения, год рождения. Вот у Владимира там рукой Иулиты записано, что он родился в Танде, у Салданского района. Поэтому вот противоречие, скажем, в том, что написал сам Владимир, и то, что свидетельствовали фактически его отец и сестры, оно как бы должно найти ответ, почему это произошло. И это не просто так, потому что сестры свидетельствовали в такое время, когда уже ничего не надо было скрывать и ничего не надо было бояться. Затем выехали на малую родину героя войны, село Танда у Салданского Улуса. Как известно из архивных документов и из воспоминаний старожилов села Танда, в начале 1919 года отца Владимира Лонгинова направили священником в Тандинский приход. Дионисий здесь оказался по собственному желанию, не насильно. Это было их стремление уехать из здесь Кёля. Это первое. Второе, значит, прежде чем священника назначали там в консистории или где-то, он должен был провести предвыборную и выборную кампанию. Значит, что это было там, вот про такие просто даты. 7 января 1919 года в Якутск поступило распоряжение свыше из Сибири о том, что нужно провести епархиальное собрание, там совещание. И поэтому, значит, все священники должны были поехать в свой приход. Это была тоже своего рода агитационная работа, какая-то разъяснительная и так далее. Это надо было в приход объехать, зайти в каждую юрту и вести такую вот работу, чтобы выбрать представителей от мирян, от простых людей на вот это совещание, которое их собирали. И вот это совещание было назначено, представляете, сроки, 20 января. Представляете, это за 13 дней. Каждый должен был все успеть. Значит, то есть он приехал сюда, провел здесь выборную кампанию, и это все произошло вот до этой даты, которая у вас на вашем Евангелии написано. Он успел это сделать до 1 февраля. 1 февраля он был в Якутске. Там должны были все оформить, там должны были ему выдать деньги на проезд семьи, потому что при перемещениях, значит, священникам полагались прогонные деньги. И потом он поехал за своей семьей, значит, они там собирались, он, может быть, что-то должен был доделать
А потом семья, собравшись, отправилась по месту назначения. Понимаете? И самое главное, в другое время, не в 19-й год, они переехать не смогли бы. Весь 19-й год, вот конец 18-го, весь 19-й, почти до конца декабря, до середины точно, да, декабря 19-го года, было вот старое время, когда священники могли спокойно ездить по территории. А потом в Якутске советская власть была установлена уже безоговорочно на все время. Здесь у семьи Лонгиновых родился будущий герой и его трое сестер. Мать работала учителем в школе. Володя здесь окончил начальную школу в селе Бярья. Асе тыгынчагы сүз касыраллах кеннигер бар. Хеп оны болла бу манттан манлык уянан кас семет сылы бар. Хөр турактар төтө болар. Эвем тыгынчагы сүз 15 сыллакы төрө битте. Тыгынчы 913 сыллакы өл битте. 98 лет ей было. И вот это ее воспоминания, с ее слов записал секретарь сельсовета Вензель Андрей. И вот это обозначено в статьях и Калининского Ивана Семеновича, и Ивана Петровича, и Ефросинии Константиновны. И я помню, она рассказывала, что они ходили часто друг к другу в гости. Конечно. Вот 66-й год, оказывается, был. Лонгинов эдидере келе хаджуттарыди. Ол онно боллан эти түспүт картскаларын эбяга беляхтяриттере бар иде. И вот фотографию подарили. И она очень радовалась, уже в то время уже в возрасте была, и радовалась, что приехали погостить дочери отца Дионисия. Это говорил человек, который по долгу службы участвовал в крещении всех младенцев, которые крестил Дионисий Лонгинов. Да, это очень. Это очень важно, потому что фактически это значит, очевидец того, как он действительно крещен был в этой церкви. Усть-Алданцы свято чтят и помнят своего героя. В Улусе его именем названа одна из главных улиц районного центра. Его имя носят Тандинская и Мюринская вторая средние образовательные школы. Установлены бюст-памятники в сквере героев села Барагонцы и на территории историко-архитектурного музея Светки села Танда. В Улусе регулярно проводятся мероприятия по увековечению памяти героев. Так, осенью 2019 года по пути в Танду в связи с столетием героя Великой Отечественной войны Владимира Лонгинова побывала большая делегация Якутской епархии во главе с отцом Сергием. В августе 1941 года Владимир был призван в армию. Во время службы особо отличился при форсировании Днепра. В ночь на 25 сентября 1943 года одним из первых на подручных средствах со станковым пулеметом форсировал Днепр в районе города Канев. Огнем прикрывал переправу и поддерживал подразделение полка в бою по захвату плацдарма. Уничтожил более 80 гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года за успешное форсирование и проявленные при этом отвагу и геройство сержанту Лонгинову Владимиру Дионисовичу присвоено звание Героя Советского Союза. В историко-архитектурном музее церкви села Танда, где работал отец героя, постоянно действует выставка, посвященная 3 героям наследия: герою гражданской войны Гаврилу Егорову, герою Великой Отечественной войны Владимиру Лонгинову и герою труда России Михаилу Готовцеву. Здесь участников экспедиции встретили глава наследия Сава Егоров, сотрудники музея и краеведы наследия.
Участники экспедиции возложили цветы бюст монументам героев, ознакомились с выставкой Героя Великой Отечественной войны Владимира Дионисовича Лонгинова, встретились с учащимися Тандинской среднеобразовательной школы, побывали в местной библиотеке, ознакомились с собранными воспоминаниями старожилов и уникальными подлинными документами тех лет, вырезками материалов, напечатанных в республиканских и районных газетах, начиная с конца 40-х годов XX века и по наши дни. На этих вот отсканированных газетах я в Национальной библиотеке работала в прошлом году весной. Я отсканировала то, что вот вышло в наших республиканских газетах Написано про Лонгинова. Но 70-е, здесь 80-е везде годы. написано, что он родом из Усалдана и родился в Тараве. После вот этого всего и поисков каких-то и находок про родственников, Внучатая племянница героя войны Вера Васильевна призналась, что нашла здесь очень много неизвестных ей документов, реликвий и фотографий о семье Дионисия Лонгинова. Вера Васильевна попросила работников музея и библиотекарей подарить ей копии уникальных документов, редких фотографий и газетных вырезов. Поделилась со своими впечатлениями об увиденном и услышанном. В знак благодарности оставила в дар музею свою книгу о родословной семьи Лонгиновых, начиная с камчатских времен жизни их предков. Здесь есть о первом Лонгинове Алексее Петровиче, здесь есть о самом первом Логинове, который попал на Камчатку. Все нужные опубликованные подробности. Значит, конечно, их там много, но я думаю, что вам это как экспонат будет очень полезно, значит, для вашего исторического фронта. Я желаю вам успехов. Она отмечает, что в газетах, книгах и передачах, особенно последних лет, очень много неточностей и ошибок насчет места рождения героя. Но у человека должно быть одно место рождения, и это, по ее утверждению, село Танда Усалданского улуса. Как известно, место рождения героя оспаривают два села – Танда в Усалданском и Бескиоль в Горном улусе. Участники экспедиции наметили дальнейший план мероприятий по уточнению и поиску неопровержимых документов о месте рождения героя. По итогам экспедиции будет издана книга и выпущен документальный фильм, основанный на новых неопровержимых документах и воспоминаниях реальных очевидцев тех времен. Что ни говори, но детские годы героя Великой Отечественной войны прошли на этой благодатной земле, которая по воле судьбы вырастила героя гражданской войны, легендарного культадмейца партизана Гаврила Егорова. На этих берегах речки Танда прошло детство героя Великой Отечественной войны Владимира Лонгинова. И сегодня на этой земле живет и работает герой труда России Михаил Готовцев. Тандинская земля по праву гордится своими легендарными сыновьями, героями войны и труда.